вечерней проверки продольников, не знаю, будет сегодня, не будет. Пока приедем, возможно, уже будет темно. Да и холодно сегодня, собачий холод. Может быть, оставим до завтра. Завтра у меня рабочий день. Скоро перееду в деревню, там уже будем проверять почаще. Как-то вот так. Увидимся на канале. Всем большой привет, друзья. 24 мая на календаре у нас. Река Печора. Позади рабочий день, отработали, сделали рейс, прокатились. Все. Надо идти проверять продольники. Около сутки уже продольники были не проверены. Вчера вечером не успели. Допоздна поднимали. Очень долго заняло времени подъем сеток. Пока подняли сетки, пока почистили их от мусора основного. Высушили, помыли, высушили резиновую лодку. Пока загрузились, пока приехали, пока выгрузились, пока проводил ребят, уже настала ночь. Ночью я никуда не поехал. Тем более сегодня были заморозки. Около сантиметра льда, наверное, было в тазиках в воде. Что у нас? А утром сегодня у меня был с утра рабочий день, тоже не успел. Что у нас по воде? Вот сделал вчера отметочку. Вчера вечером. И как мы видим, вчера, если утром вода еще падала, ближе к вечеру она остановилась, то сейчас видим подъем воды где-то около 3-4 сантиметров вода уже поднялась. Это у нас пошла уже третья вода. Это значит, в лесу еще очень много снега, на болотах очень много воды. Это сейчас даст, мама не горюй. По моим прогнозам, я так думаю, вот вторая вода приходила вот до сюда, вторая вода здесь была, то третья вода, наверное, будет примерно вот до сюда, наверное. Вот до этой будки, до этого столбика, я так думаю, будет. А это плюс 2 метра воды. Не будем ждать, пока утонут наши продольники. Едем спасать, вернее, поднимать продольники. Недолго они ловили рыбу. Сколько? 1, 2, 3 проверки, наверное, у нас было только всего. Тем более сейчас надо немножко заняться домашними делами. Очень много собралось не смонтированного материала. Народ уже ждет видео, ролики. Рыбалка сетями будет у нас на Дзен Премиуме, остальные будут на остальных площадках продольники. Очень много работы собралось, немножко отдохнем. 3 дня рыбачили по полной программе. Зрители Дзен Премиум это уже видели, что мы делали, как ловили рыбу сетями. Приезжали друзья, сделали небольшую заготовочку рыбы. Тут же варили у меня дома консервы, тут же чистили, солили, без голов уже головы оставляли, заморозили собакам, приготовили к солению, к копчению. В общем, приезжали на 3 дня, рыбу заготовили на полгода, скажем так. Вот. Ну что, поехали проверять и поднимать наши продольники. И, конечно же, посмотрим. Взяли с собой ведра, я так думаю, что-нибудь да осталось. Я изловился, я хорошо ловился. Я изловился крупный. Надежда есть и на налима также. Но надо поднимать. Иначе мы их потеряем. Придется опять делать новые продольники. Что было уже, кстати, не раз. Погнали. Давайте начнем сначала подъем с нижних продольников, потому что сильное течение, большая глубина, возможно, они уже и утонули. Посмотрим. Сегодня на реке Северяк нагоняет волну. Так. Где наша зеленая бутылочка?
закончили. Пока еще виднеются. Пока еще не утонули. Это уже хорошо. Прошлый год вода резко упала. И несколько продольников мы потеряли. Думал, найду потом. Но, к сожалению, не все нашел. Где-то что-то порвалось, где-то груз нашел, что-то унесло. Так что не будем повторять ошибок. Так, приготовил кацак. Приготовим ведро. Ведерочка. Вот, все готово. Вот лодка уже повернула у нас. Больше всего не люблю поднимать и закидывать продольники. Очень много времени занимает. Интересно мало. Вижу, идет язь. Один язь еще остался. Там еще, судя по натяжке, что-то есть хорошенькое. Так, одного взяли. Пока он идет второй. Тихо будь. Второй, и там еще третий есть. Там еще идет третий есть. Оба три. Все трое на месте. Ну вот, первый продольник, хорошее начало. О, сеточный подвязок. Вон. Вот на сетку вот такие вот маленькие подвязки попадают. На продольник ловится крупный язь. Вон, вот такие вот крупные язи. Не знаю, не понимаю, с чем это связано. Вон, они все крупные, они все с икрой. А сеточники, они, которые на заливных лугах, мелочевка это язевая, они, получаются, пустые. Крупный язь почему-то на луга не идет. Ну вот, теперь вот это хозяйство надо опять закинуть в воду, вот так вот полностью распутать и потихоньку намотать на мотовило. На мотовило все намотать, чтобы ничего не запуталось. И потом, когда вода остановится и начнет падать, ну или хотя бы прекратится подъем, мы, конечно же, закинем еще по новой наши продольники. И это будет занимать очень и очень много времени. Ну, ничего страшного. Лучше так, чем никак. Так. Продолжаем подъем продольников. Так, натяжка вижу натяжку, есть что-то. Вот он, хороший язь. Хороший. Устал уже сопротивляться, вижу второго там за ним. О, уже ушел. Вот так вот. Еще чуть-чуть и убежал бы. Как иногда это бывает. Так, второй у нас хороший или не очень? Так, второй у нас тоже хороший. Опа.
Третий у нас тоже хороший. Ну давайте четвертому дадим шанс. Четвертый у нас Хариус. 3 азя и 1 Хариус. Хариус заглотил до желудка. Малосолочка. Малосолочка. Энскаден. Клюет, ловится рыба. Ну, что поделать. Надо поднимать, иначе потеряем продольники. Времени не хватает ни на что. Читал в комментариях. Народ возмущается. Так и так, типа, почему это мы заплатили и не видим фильмы? Все, кто заплатил 100 рублей, вообще иногда немного смешно. 100 рублей в наше время это не очень-то уж такие большие деньги для одного человека. Ну что стоит 100 рублей? Ну, поездка такси, булка хлеба там, ну, та же бутылка пива одна 100 рублей стоит, больше 100 рублей даже. Некоторые литровые бутылки 110-115 рублей стоят. А народ возмущается, как будто подписка стоит 100 тысяч там или там 10 тысяч. Да мы платить будем, не будем. Да ради бога не платите. Кто заплатил, а их не так-то уже много, поверьте. Из 10 тысяч подписчиков, что у меня было, Дзен Премиум подписалось всего 35 человек. Так что 3500 это получается, если по 100 рублей получается. 35 человек. Ну, ничего страшного, вот эти 35 человек и будут смотреть эксклюзивный материал, который не увидят на других платформах. Возмущайтесь, пишите, что хотите. А если касается хейтеров, если вы хотите написать какой-то негатив, то будьте добры, заплатите сначала 100 рублей, а потом пишите. Как-то вот так. На YouTube я ничего уже не загружаю, потому что нет возможности. На ВКонтакте я ничего не зарабатываю. В Рутубе копейки, там буквально пару копеек, может рублей 300 за месяц. Так что единственный доход, который мне может быть, так сказать, это только с Дзен Премиума. И благодарность моим подписчикам, которым не жалко 100 рублей в месяц. Я буду стараться делать эксклюзивные видео. Ну, не то чтобы эксклюзивные видео. Я так посмотрю, подумаю. И вообще перестану загружать ни ВКонтакте, ни на этом Рутубе, который ничего не приносит, никакого дохода. Будет у меня только Дзен Премиум. Я все-таки уважаю свой труд, потому что создание фильмов это не только, как вы думаете, рыбалку снял и все показал. Это огромный труд. Я уже не раз говорил, что на создание одного фильма с длительностью 40-50 минут уходит около 5-6 часов. Времени, которого мне сейчас катастрофически не хватает. У меня жизнь в деревне, сами понимаете, что это такое. Посадка, вспашка огорода, посадка картофеля, много-много разных дел. И если я уже занимаюсь созданием фильмов, то хотя бы хоть как-то это должно компенсироваться. Как-то вот так. Кто хочет, будет смотреть. Кто не хочет, возмущайтесь, не возмущайтесь. Ваши проблемы. Будет возможность загружать на YouTube, как раньше. Будем загружать. Пока возможности нет. Кто-то обходными путями как-то это делает.
зарабатывает даже деньги на этом, доходы с чего уходят за границу той же Америки. Америка зарабатывает на ютубе неплохо. Я сейчас там ничего не зарабатываю. Ну и с меня спрос маленький. Никаких налогов Америка с меня тоже не видит. Как-то вот так. Дзен, короче, ерунду сморозил, когда убрал монетизацию. Мне бы даже в голову не пришлось создавать Дзен премиум, если бы все было как раньше. 10-15 я зарабатывал с 10 тысяч подписчиками. Какой-то был хоть стимул. Теперь я не зарабатываю ничего ровным счетом. Ну вот, пока болтали, собрали второй продольничек. Поехали дальше. Так, у нас опять походу зацеп. Зацепов кусты. Так что, возможно, этот продольник мы не поднимем. Зацепилась еще конкретно. Не крючком, видать, а грузом. Так, что-то отцепили. Так, что-то вырвали, что-то тяжелое идет. Сейчас. Так, груз подняли. Это хорошо, еще веревка хорошая. Здесь у нас пусто. Или нет? А вон тоже зацеп. Опа, чуть не упал. Значит, здесь кустики. Так, здесь все нормально пока. Пока все нормально, пока все идет. А что придет, сейчас мы это увидим. Так. Ну, что-то есть. Давай, что там, налим? Нет, зацеп. Идет язёк. И что-то там еще идет тяжелое. Не пойму. Может быть и налим. О, сошел у нас язычек. Он уже в сачке. Так. Что-то там идет тяжелое. А вон язя. Вижу язя крупного, только он почему-то пока не дергается. Вот он. Опачки. Есть контакт. И все. Красавец. Красавец. Он тоже ушел. Еле-еле уже болтался. Так. Ну куда пошли? На место. Сегодня мы без двадцатки. Двадцатка под рыбой. Валентина занимается чисткой рыбы. Немножко рыбы домой тоже привез. Вчера вечером. Хотелось, конечно, еще успеть продольники проверить, но не стал уже. Очень и очень холодно было и с ветром. Да и тоже перед сменой отдохнуть надо было. Вот. Были вопросы, смотрю в комментариях, по поводу весновки. Когда фильмы про весновку, одно, другое, третье. Ну, скорее всего, уже, наверное, фильмов не будет. Заезжал 3 раза на весновку с перерывами.
Утки было мало. Первый раз заехал, что это был 2 крякоша, 2 селезня. Это в начале мая где-то. Потом с Ромкой заезжали. В числах 8, наверное, 8-9. Что-то мы там около 20 уток за 3 дня. Ну, съемки велись, но так как в основном утка добывается ночью, по светлому времени она не летит, летит поздно вечером или рано утром. Посмотрел немного отснятого материала, понял, что там ничегошеньки не видно. Если честно сказать, нет настроения совсем что-либо делать, что-либо снимать даже, потому что каждое нажание на кнопочку это пи-пи-пи, утка там может улететь, взлететь, ты теряешь эти драгоценные секунды. Ну, если честно, нет никакого стимула, нет никакого настроения с этими комментариями, с этими действиями, с этими подписками. Народ отписывается пачками. В принципе, я никогда и не гнался за количеством подписчиков. Подписаны на канал у меня те, кому нравится то, что я делаю. Количество подписчиков меня никогда не волновало. Главное качество. Ну, а теперь, если честно, нет никакого желания даже не снимать, не делать фильмы. Но есть люди, которым действительно нравится, чем я занимаюсь, то, что я снимаю, то, что я показываю. И только ради них я буду продолжать вести канал. Ну и, конечно же, для истории. Изначально канал создавался на YouTube не для заработка, а для сохранности фильмов, так сказать, для будущего поколения. Куда ты? Чуть не убежал. Чуть не убежала. Еле успел. Так. Что-то тоже. Думаю, что она так тоже об кусты, видать, зацепилась. Или засыпала. Нет, об кусты, мертвый зацеп. А тут веревка-то у меня слабовата. Ох ты. Блин. Блин, порвется. Порвется. Ёшкин кот. Мертвый зацеп. Блядь, режет еще руку. Что там такое зацепилось-то, блин? О, неужели так засыпало, блин? Не может быть такого. Вроде оцепили. Ну, а поворачивать, что там, блин? Давай хоть груз. Мы уже свой якорь поднимали, оказывается. Я думаю, что так тяжело. А сейчас еще свой якорь, наверное, и продольник поймает. Ну, конечно. Блин. Все, не слава богу.
А нет. Нет, 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 нормально все. Просто под мотором. Все хорошо. Пронесло. Серега с Аней поехали в избу отдыхать. Созванивались только что. Вот такой вот язик. Небольшой подъязик. Остальные, видать, уже убежали за такое время. Так, мак. Ну что, получилось у нас спасти? Где у нас бутылка-то? Вон сколько в сторону унесло. Надо подняться немножко. Здесь пока все хорошо. Вижу натяжечку. Хорошая натяжечка. Что-то тяжеленькое. Небольшой язик. За ним второй. За ним третий. Так, что? Пробуем потихоньку поднимать их так. Одного поймали. Этот может порвать. Этот крупный. Так. Опа, один ушел. Один ушел. Один язь ушел. Наглец. Там еще один есть. Раз. Так. Берем пока этих, чтобы не путали. Два. Один сошел. Добренький такой, ну аккуратней. А этот небольшой. Ладно, все равно. Опа. И тот чуть не ушел. Хорошо, что зацепился хорошо. Подъязик консервный. А тот, который ушел, хороший был. Как-то вот так. Как-то вот так. Несмотря на то, что долго не проверяли, чуть больше суток, ну сутки, грубо говоря, еще и остались. Язь обычно срывается за это время. Но судя по крючкам, по съеденным червям, они тут сидели на каждом крючке. Просто раздолбили, наверное, губу и уходят. Бутылки уже на грани потопления. Запасу осталось совсем мало. Так что надо спешить, если вода начнет быстро прибывать. Они могут потонуть. Сейчас и мусор понесет. Очень много мусора. Так, натяжка вроде бы есть. Да, что-то там в конце небольшое дергается. Скорее всего, язёк, да. Небольшой язёчек. Два язёчка. Ну что, дадим шанс? Так, ладно. Оба два дошли до места. Одному дали шанс, он чуть было не воспользовался им. Но потом все-таки передумал. Раз. А вот этот красавчик тоже в сачки сошел уже. Два. Опа, какие мы сильные. Так. Ну неплохо. Два язычка дождались нас.
Чем чаще проверяешь, тем больше поймаешь. Потому что чем меньше времени между проверками, тем меньше здесь срывается. А попадать они попадают, я так думаю, в течение пару часов. Все крючки, которые насажены червями, уже скорее всего с язями. Просто дело времени потом. Чем больше времени проходит, тем больше язей срывается. А так, если 3 дня проверять, можно и на продольники наловить ведра 3-4 за день в легкую, а может и того больше. На продольнике ясь крупнее, на продольнике интереснее, на продольнике меньше волокиты. Сетями это изначально кажется так легко и просто, а это не так-то и просто. Сети, во-первых, надо чинить всю зиму, чтобы поставить, потому что, как правило, во время рыбалки сети рвутся, и неплохо. Потом это ставить, это, ну, нелегкая, это, скажем, работа. Между гривками лодки перетаскивать, рыбу тащить, лодку таскать, накачивать, спускать, мыть, упаковывать. Это тоже огромная адская работа, но это сезонная работа. 2-3 дня половил, на полгода рыбы поймал. А так можно получать. Вот наша чайка сидит на гнезде. Вот она. Лишь бы корягу не унесло. Если вода большая прибудет, то может унести корягу. Ну, тогда беда будет. Гнездо может перевернуться и потонуть. Ладно, посмотрим потом, как вода начнет падать, глянем. Наше чайковское семейство. А вот крайней бутылки уже не видать. Опа, вот она. Блин. Еле-еле нашел, и то чуть не потерял. Видели, да? Она уже была утонувшая вся. Уже потонула, потому что веревка здесь короткая. Резко рванул, еще и газ прибавил, блин. Надо ездить на одном моторе. А то покатался вчера на двухтактнике, там газ убавляешь, скорость переключаешь румпель, ну, этим, а тут мультируль. Хочешь убавить газа, у тебя он прибавляется задняя скорость. Ну, продольник пустой, но хорошо, хоть мы его нашли практически совершенно случайно. Он уже было утонул. Так что вовремя мы начали подъем продольников. Нижний участок, все продольники спасены. Сейчас замотаем его и поедем на верхний. Ну что, давайте подъедем, проедем, вернее, ближе к нашей чайке, к нашему гнезду. Вон папа семейства, вон мама на яичках сидит. Не бойся, не бойся, вот она. Я тебя не трогаю, я просто хочу поближе с тобой познакомиться. Все, уже привыкла, уже не боится. Первый день они меня чуть не заклевали было. Вон мамка, а вон папка. Сейчас папку можно пугнуть. А папка тоже уже не боится. Вон папка семейства. Вот она, вот он, вот он. Красавцы. Ладно, погнали.
Подъехали на верхний участок. Здесь течение более спокойное, но глубина тоже большая, так что просто течение идет, сбивает туда. Тут бы как бы поворот, остров, идти по тиховоду. Здесь даже можно поставить на заливе сеточки. Но тут тоже опасно, как бы свой минус есть. Ези гуляют, вон, запутываются. По течению спокойно вверх-вниз. Сейчас видим тоже. Язь был, язь запутал, язь ушел. А туда там еще глубоковато на течении. Ничего, сейчас вода прибудет, упадет, и мы вернемся сюда. Так. Налимчик. Налимчик, иди сюда. Опа, 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 что-то есть. Что-то есть, что-то есть. Что-то хорошенький дергает. Вон хороший язь. Он какой-то буйный. Так и хочет убежать. Так. Это здесь. Опа. Окушочек. Первый окунь в этом сезоне. Они обычно по теплой воде клюют. И там что-то еще хорошенькое. Еще хороший язь. Дергает, вон утопил на глубину. Раз. Есть контакт. Есть контакт, Янцкадан. Все. Все дошло. Все молодцы. Раз. Два. Всю губу уже порвал. Так. Два. И вот такой вот маленький окушочек клюнул. И уже окочурился к лома. Ну вот окунь — это неожиданность, конечно. Окунь обычно уже по теплой воде, по мелкой начинают долбить. Они уже тут как тут. Так, ну вот. Сматываем. И можно доставать, наверное, уже другое ведерочко. Продолжаем подъем продольников. И ждем налима. Соскучился по свежему налиму. Жареной сметанки. Ах, вкусняшка. Вот что-то его пока не видать. Так. Что у нас тут? Зацепа в кусты. А так, натяжечка приятная была. Я уж подумал. Налим. А это нет. Это просто трава. Пусто. Опачки. Веревка на грани уже. Было бы течение посильнее, уже бы бутылки скрылись под водой. Глубина, ого-го, какая. Так, что-то натяжка охрененная. Да ладно. Здоровенный налим, что ли, или что, я не понимаю. Или коряга какая-то. Сильно не дергает, но здоровенная натяжка. Похоже на налиму, но что-то... Ага, налим, вон, коряга.
Ой, блин, сердце ёкнуло-то как. И вот ёрш. Первый ёрш в этом сезоне. Он такой здоровенный ёрш. Да. Налим. Вот наш налим. Здоровенная коряга. Да, немножко адреналинчик-то выработался от предчувствия. Ну, не судьба. И у нас остался один последний продольник. Может быть, там поймаем налима. Ну вот и последний продольник. Или крайний, как там говорят, последний, крайний. В общем, после него продольников больше нет. Его поднимем и поедем домой. Так. Леска снизу. Что-то дернуло. Ага. Что-то там где-то в кустах. Вот он, язи идет один. И язик. Раз. Один язь на месте. Собака серая. Чуть-чуть не успели. Второй ушел. Пока с этим мелким возились, второй убежал. Ну и ладно. Значит, был не мой. Так. И что мы имеем сегодня? Второе ведро не понадобилось. Неполное 10-литровое ведерочко. Ну, килограмм 7, наверное. 8 максимум. Вон. Как-то вот так. Продольники мы подняли. Делаем перерыв до того момента, когда третья вода пойдет на спад или хотя бы остановится. Потому что в данный момент вода и так большая, пошла на прибыль, мы просто потеряли бы все продольники. Ну и, конечно же, немножко надо отдохнуть. Неделя была трудовая, рыбки половили мы немало. Теперь можно и отдохнуть. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Ну, скоро, очень скоро мы все начнем по новой. Так что надолго не прощаемся. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Моя родная деревня. Вот мой дом родной. Скоро увидимся.